Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Взяв фотокамеру и блокнот, я часто отправляюсь в дальние поездки по полуострову, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому вместе с телекомпанией АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Сегодня наша первая прогулка в новом 2012 году. Впереди у нас увлекательное путешествие по самым разным уголкам Крымского полуострова, хранящим память тысячелетий. Крымское ханство и Золотая Орда, Византия и Генуя, Древняя Греция и Скифское царство. Ничто не останется без нашего внимания. Вместе с вами мы посетим памятники, созданные этими великими цивилизациями, и поговорим об их истории. А сегодня мы направимся навстречу с символом наступившего года – с драконом. Точнее, с двумя драконами, что издавна украшают въездную башню Бахчисарайского ханского дворца. Наступивший год дракона по китайскому календарю начался 23 января. По всему миру прошли красочные празднества, посвященные этому событию. И в самом Китае, и во многих других странах, где люди проявляют интерес к этой яркой экзотической традиции – присваивать каждому году символ какого-либо животного – мыши, быка, тигра, дракона и так далее. Об этой китайской традиции хорошо известно и в нынешнем Крыму. Однако мало кто на полуострове уже помнит о том, что когда-то и здесь, в Крыму, счет лет тоже велся на мышей, барсов и драконов. Это было в эпоху Золотой Орды, когда в ходу были одновременно два календаря – мусульманский по хиджре и древнетюркский, в котором, подобно китайскому, для обозначения разных лет тоже употреблялись названия различных животных. Этот обычай еще соблюдался даже при первых крымских ханах, и поэтому известны ярлыки Хаджи-Герая, Менгли-Герая, Мехмеда-Герая, в которых рядом с обозначением года по хиджре стоит и древнетюркское наименование года – год змеи, год курицы, год собаки. Последний документ подобного рода вышел из ханской канцелярии в 1503 году, а впоследствии данный обычай был оставлен. Но вот, наконец, мы подошли к главным воротам ханского дворца. Здесь и находится тот памятник, о котором пойдет речь сегодня. Это каменная плита, вмурованная над въездом в ханскую резиденцию. На ней мы видим двух драконов, которые сцепились в схватке. Раскрыв пасти, сплетясь хвостами и схватившись лапами, два чудовища уже которую сотню лет ведут свой нескончаемый поединок. Что означает это изображение? Для чего оно помещено над главным входом в хан-сарай? Этот вопрос издавна занимал и жителей, и гостей Бахчисарая. Ответ на этот вопрос пытается дать известная бахчисарайская легенда. Она повествует о том, как сын хана Менгли-Герая, охотясь в речной долине, однажды случайно стал свидетелем поединка двух змей на речном берегу. Одна из них одержала полную победу, однако, откуда ни возьмись, появилась третья змея и накинулась на победительницу. Пока они терзали друг друга, побежденная змея, вся израненная и полумертвая, отползла поближе к реке, погрузилась в речную воду, и речная вода мгновенно исцелила ее от всех ран. Она покинула место битвы,
А сын Менглигерая поспешил рассказать о своем наблюдении отцу. Легенда говорит, что Менглигерай будто бы увидел в этом благоприятный знак и приказал построить на этом месте, где сражались змеи, дворец, а вход его украсить изображением этого знаменательного поединка. Эту легенду уже много десятков лет рассказывают туристам все бахчисарайские экскурсоводы. И в нее, наверное, легко поверить. Однако, если любознательный турист, осмотрев Бахчисарай, продолжит свой путь на противоположный берег Черного моря, в Турцию, он обязательно усомнится в словах своего бахчисарайского гида. Ведь там, в Турции, он увидит множество подобий этого изображения, и понятно, что объяснить их легендой об основании Бахчисарая будет уже невозможно. В Турции каменных драконов можно увидеть в Эрзуруме, Конье, Кайсери, Алании. Как и в Бахчисарае, они там украшают входы в различные общественные постройки: дворцы и караван-сараи, мечети и медресе, лечебницы и мавзолеи. Этот символ встречается и за пределами Турции. Так, например, два дракона когда-то были высечены в камне на городских вратах самого Багдада. Драконы над вратами Бахчисарайского дворца единственные в Крыму. Однако они отнюдь не одиноки в мире. И, как мы видели, их собратьев можно встретить над парадными входами в различные сооружения в странах Ближнего Востока. Что же означает этот символ? В древневосточной мифологии дракон выступает не только как злая и опасная сила. Он может действовать и как союзник людей, сильный и добрый герой, охраняющий мир от зла. Сражение двух драконов можно толковать как символ вечной борьбы противоположностей – зла и добра, тьмы и света, черного и белого, в которой зло никогда не побеждает окончательно, потому что добро всегда противостоит ему. Изображение двух драконов издавна считалось в народных традициях Ближнего Востока оберегом, призванным защищать людей от всяких бедствий. И неудивительно, что его помещали над входами в различные важные постройки, где собиралось много народа. Въездная башня ханского дворца по меньшей мере на целый век младше, чем сам дворец. Ведь первоначально хан-сарай не имел ни стен, ни башен, ни ворот. Лишь в 17 веке, когда донские казаки захватили крепость Азов и угрожали вторгнуться на полуостров, ханы поняли уязвимость своей столицы, и бахчисарайский наместник Сулейман-паша в 1641 году срочно укрепил дворец невысокими стенами и въездными башнями с севера и с юга. Возможно, именно тогда над главным входом в ханскую резиденцию, по примеру турецких дворцов и крепостей, и появилась каменная плита с высеченным на ней охранительным символом двух драконов. Хотя, разумеется, правивший тогда хан Бахадыр-Герай основную заботу за обеспечение безопасности страны возлагал не на каменные обереги, а на отвагу и стойкость крымско-татарских воинов и командиров. Надо сказать, что надежды хана вполне оправдались, и в тот раз беспокойные соседи так и не пробрались в Крым. Таково вкратце значение этого загадочного символа, который издавна вызывал живой интерес у всех, кто когда-либо видел его.
А как же легенда? Неужели это все сплошная ложь? Спросит наш любознательный турист. Ну, ему можно ответить, что в каждом мифе обязательно есть своя доля правды. Ведь в легенде об основании Бахчисарая главное – это вовсе не драка змей и даже не постройка дворца. Главное в ней – это похвала целебному климату здешнего края. Это подтверждается другой, очень похожей легендой о том, как хан Сахиб-Гирай, сын Мингли-Гирая, искал место для строительства нового ханского дворца. По преданию, он разрубил на 9 частей баранью тушу и разослал эти части в 9 различных местностей Крыма, подходивших для строительства новой ханской резиденции. Через 9 дней он вновь послал слуг проверить сохранность мяса, и они обнаружили, что целым и не испорченным остался лишь тот кусок, который был положен тут, на берегу реки Чуруксу. Таким образом и было, как говорит легенда, выбрано место для строительства нового ханского дворца. Красота и живительная сила здешней природы не легенда, а истинная правда. И мы с вами еще вернемся в Бахчисарайскую долину летом, когда она наполнится зеленью, листвой и цветами, и подробно ознакомимся со всем ее уникальным историческим наследием. А сейчас остается лишь фигурально пожелать, чтобы каменные стражи над воротами ханского дворца и впредь продолжали незримо охранять его от всех напастей и бедствий. При этом важно помнить, что судьба хан-сарая зависит не от магической силы каменных талисманов, а от неравнодушия людей, которые знают и любят историю своей земли.